В эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Нургуяна Иванова. Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил дорожную карту по развитию конкуренции в отраслях экономики на период 2018-2020 годов. Об этом он заявил на заседании правительства. По его словам, развитие конкуренции должно активно поддерживаться регионами. Подавляющее большинство субъектов готовы утвердить не менее 33 показателей развития конкуренции из 41 предложенного апрельским Госсоветом. Премьер также отметил, что государство стало применять более гибкое тарифное регулирование, появилось улучшение и в отраслевой политике. Кроме того, как отметил Медведев, власти продолжат совершенствовать механизм поддержки малого и среднего бизнеса и обеспечат равный доступ к услугам государства и естественных монополий для всего бизнеса. Двум дальневосточным регионам Якутии и Хабаровскому краю предоставят субсидии на строительство и восстановление транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил председатель правительства России Дмитрий Медведев на заседании Кабинета министров. Почти 3 миллиарда рублей пойдут 6 регионам на развитие и восстановление транспортной инфраструктуры. Это Республика Алтай, Республика Саха-Якутия, Алтайский край, Хабаровский край, Калужская область и Новгородская область. Там в ряде случаев были чрезвычайные ситуации. Просто нужно помочь восстановить нарушенные сообщения, отметил Дмитрий Медведев. Объекты Чаендинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии готовы на 50%. Основные работы по укладке газопровода «Сила Сибири» будут завершены до конца года. Полным ходом идет обустройство Чаендинского месторождения в Якутии. Объекты, необходимые для начала добычи газа, готовы на 50%. До конца года мы завершим основные объемы работ по укладке газопровода «Сила Сибири». Об этом сообщил председатель правления «Газпром» Алексей Миллер. Он также выразил уверенность, что 20 декабря 2019 года газ будет подан на российско-китайскую границу. Якутсгеология проведет поисковые работы на наличие рудного золота в пределах Учуйского рудного узла в Тампонском районе Якутии, следует из конкурсной документации, размещенной на сайте госзакупок. Предприятие получило контракт 28 августа в рамках закупок у единственного поставщика, которым выступает Росгеология. Цена контракта составляет около 275 миллионов рублей. Срок выполнения до 30 ноября 2020 года. Эксперты проектного офиса развития Арктики предлагают выделить арктическую зону России в отдельный макрорегион. Министерством экономического развития опубликован проект стратегии пространственного развития страны, который внесут в правительство уже в сентябре. Целью документа стало раскрытие социально-экономического потенциала территорий за счет экономической специализации регионов. В настоящий момент арктическая зона в проекте стратегии как макрорегион отсутствует. Нюрбинский район станет одной из точек активного роста и развития алмазной провинции Западной Якутии. Об этом сказал руководитель региона Айсен Николаев по итогам рабочей поездки в Нюрбинский район. У нас большие планы по развитию района и алмазной провинции Западной Якутии. И именно Нюрба станет одной из точек ее активного роста. Уверен, что создание комфортной инфраструктуры для развития экономических отраслей района даст местному населению новые возможности и значительно улучшит качество жизни, сказал он. В Сунтарском районе торжественно запустили оптоволоконную линию связи. Как отметил руководитель Якутии Айсен Николаев, в современных условиях появление быстрого интернета оптоволоконной связи – это уже не блажь, а веление времени. Теперь с вводом оптоволоконной линии связи жителям сел Сунтар, Крестях и Тайбахой стал доступен высокоскоростной интернет и другие современные услуги связи. Линия до Сунтара является частью масштабного проекта строительства оптики «Мирный Сунтар-Вилюйск». В целом протяженность оптических линий составит 758 километров. Это позволит обеспечить современными услугами связи более 30 тысяч семей. В дальнейших планах запустить широкополосный интернет в Нюрбинском, Верхневилюйском и Вилюйском районах уже в начале следующего года. Главам муниципальных образований необходимо ускорить ход аварийно-восстановительных работ в населенных пунктах, пострадавших от паводка. Такое поручение дал первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников в ходе видеоселекторного совещания. Он отметил недостаточную работу по восстановлению и подготовке образовательных учреждений к началу учебного сезона. Колодезников назвал недопустимым нарушение образовательного процесса в школах и детских садах.
Проведена беспрецедентная работа, средства доведены, авансы оплачены. Однако на местах мы видим отставание, резюмировал Колодезников. По данным Министерства образования и науки, не завершено восстановление в детских садах и школах в Усьмайском, Среднеколымском и Таттинском районах. По информации Министерства транспорта и дорожного хозяйства, ремонт дорог республиканского значения находится на завершающей стадии. До середины сентября они будут восстановлены. В соответствии со статистикой по внедрению электронных больничных листов, Якутия находится на 69-м месте среди 85 субъектов страны. Фонд страхования выплатил по этим больничным листам 32 миллиона рублей. Это всего 1% тех средств, которые расходуются на выплату больничных. Накануне в Якутске состоялось совещание по внедрению этой услуги. Такие показатели связаны с отсутствием договора с работодателем и нехваткой программистов в медицинских учреждениях. В скором будущем электронные больничные листы полностью заменят бумажные. Потому что вы электронно уже видите. Необходимости работникам, которые находятся в других регионах или заболели в другом регионе, находятся в другом районе, физически доставлять этот больничный лист для своего работодателя. Работодатель в режиме реального времени может проследить, действительно ли был выдан этот электронный больничный лист, находится ли действительно работник отсутствует на работе по причине болезни и так далее. Ну и самое главное, одна из тоже причин – это уменьшение накладных расходов по изготовлению самого листка нетрудоспособности на бумажном носителе. Вы знаете, что он изготавливается на специальном бланке, является бланком строгой отчетности со средствами защиты. Курс доллара США продолжает снижение. По состоянию на 31 августа американская валюта составила 68 рублей 8 копеек. Евро же, наоборот, демонстрирует рост. На сегодня курс евро составляет 79 рублей 67 копеек. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.